сила и здоровье наше в чудо-хлопьях от Аркаши. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях известный журналист и популярный телевизионный ведущий Сергей Брилев. Мне, кстати, понравилось разделение журналиста и телеведущий. Ага. Две разные ипостаси. Ну, совершенно, да, мне казалось, что разные. От маленького миролюбивого русского народа. Замечательно. Я так понимаю, большому и воинственному, да, то есть татарскому. Большому миролюбивому татарскому. Замечательно. Сергей Брилев родился 24 июля 1972 года на Кубе, в Гаване. Окончил МГИМО и Институт иностранных языков Монтевидео, Уругвай. Детство и отрочество провел между Москвой, Кубой, Эквадором и Уругваем. Занимался в театральной студии, но выбрал профессию журналиста. Работал в «Комсомольской правде», «Московских новостях», а с 1995 года на телеканале «Россия». Вел программы «Вести», «Вести недели», «Пятая студия», «Прямую линию» с президентом Российской Федерации. С 1996 по 2001 год заведующий корпунктом РТР в Лондоне. Свободно владеет испанским и английским языками. Неоднократный лауреат премии ТЭФИ. Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Указом президента награжден Орденом Дружбы, медалями и благодарностями главы государства. Одно из основных направлений профессиональной деятельности – эксклюзивные интервью с первыми лицами. Единственный российский журналист, который взял интервью у обеих последних пар президентов России и США. У Путина с Бушем и у Медведева с Обамой. Сергей, я так понимаю, у вас очень большой, что ли, багаж знаний кулинарии, я так думаю. Но есть ли знания именно в татарской кулинарии? Отвечу на первую часть вопроса. У нас был однокурсник вьетнамец. Он изучал русский язык, у него это не очень хорошо подавалось. Он писал сочинения, ему ставили двойки. Он в гневе выбрасывал сочинения, мы подбирали и делали подшивку. И там, в частности, была такая фраза в одном из сочинений: «Готовить я плохой, но поедать я настоящий мастер». Я всегда привожу из Казани конскую колбасу. Это просто вот маст. Мои сотрудники, я считаю, что сидят на диете из чак-чака. Замечательно. Я много что испробовал. В принципе, эта кухня мне по душе, безусловно. Хорошо. Значит, татарская кухня, она развивается, она тоже находится в постоянном развитии, как, наверное, и всякая другая. Сегодня я хотел бы предложить вам одно блюдо, которое вы, возможно, еще не пробовали. Это называется татарские роллы. О, нет, не пробовал. Но роллы пробовали? Ну, естественно. Значит, для этого нам потребуется все, кроме... Суши с конской колбасой. Совершенно... Почти. Все, кроме морепродуктов. Хорошо. У нас будет мясо птицы и говядина. Хорошо. Вот так. Для этого нам потребуется, значит, ну, собственно говоря, вот, мясо уже заранее приготовленное, рис. Я знаю, что у вас большие познания в различных языках. Татарский вам теперь близок? Ну, однажды на дне рождения у одного моего хорошего знакомого из Казани мне написали речь на татарском. И я, как говорят, в состоянии был ее прочесть, не сделав ошибки в ударении. Вот. Но вообще легко поймать вот эту вот такую тональность языка. Ее очень легко поймать в русском языке. Вот для меня квинтэссенция казанского акцента в фразе «как дела, слушай, нормально». Не обращали внимания? Вот со стороны вот именно так казанцы слышатся. Ну и поэтому, вот, когда воспроизводишь это, видишь какие-то непонятные слова на татарском, он произносишь это вот с этой интонацией «слушай, нормально». И получается... «Слушай, нормально». Получается по-татарски. Получается по-татарски. Как делается суши, да? То есть понятно, да? Мы возьмем вот такие вот циновочки. Ладно, так. Нет? Ну, я не знаю. Татарские суши делаются так. Так. Единственный ингредиент, который придет к нам из далеких стран, это нори. В татарской кухне очень много присутствует вещей, которые здесь не растут. Ну, тот же чай, да, там, курага, там, да? Но они стали национальными, да, и картошка, собственно говоря, привозная. Да. Была когда-то. Да. Совершенно верно. В тот момент, когда попадает туда, в Татарстан, какой-то продукт, он становится татарским. То есть это понятно, да? То есть для того, чтобы приготовить татарские роллы. Кстати, японская кухня – это очень халяльная кухня. То есть это известно, да, там свинины нет. Да, кстати, да, разумно, да. То есть это
Вот по всем своим показателям это чистый халяль. Основной ингредиент для суши – это рис. Рис для суши должен слипаться, чтобы суши и роллы держали форму. Нужен рис в японском стиле, с короткими закругленными зернами. Обычный длиннозерный рис не подойдет, он очень сухой и удерживает слишком много воды. Рис содержит много фосфора, магния и витаминов. В продаже имеется рис различных видов, в том числе в виде хлопьев. Вот, к примеру, рисовые хлопья каша Аркаша. Каша из хлопьев стоит на первом месте по количеству крахмала, но содержит меньше белка. Относится к высококалорийным, легко усваиваемым продуктам. Высокое содержание в хлопьях калия делает их полезными при склонности к отекам и сердечно-сосудистым заболеваниям. Они также способствуют хорошему сну, устраняют жажду, полезны при болезнях почек и мочевого пузыря. Кроме того, они улучшают работу иммунной системы, что делает их особенно важными для маленьких детей. Так, единственное, что нам потребуется, это маленькие такие полоски, которые мы будем заворачивать, собственно говоря, в свои роллы. Что я могу сделать? Вот, так. Я сначала буду что-то резать? раскатал, да. Мне кажется, что резать и резать. Так, вот кладите. эти маленькие. Старинная русская примета. Нож надо через стол передавать. Ох, точно. Кажется, я миролюбивый маленький народ. Нет, я обычно деньги всегда так передаю. Но тут, наверное... Деньги лучше не передавать. Так, что? Режу? Да, значит, огурчик и каждый кусочек мяса. Так? Такими... Нет. Наоборот? Они должны быть, да, такие тоненькие полоски, как вот этот самый корейский салат, да? Понял. То есть, Нормально? да. Ну, собственно, я уже вначале как-то задал, но мне хотелось бы услышать, есть ли конкретно какие-то блюда, которые, ну, что ли, особенно запали в душу, да? То есть вот именно в Мне лапша очень нравится татарская. Домашняя? Да. Она реально вкусная. Она как-то вкуснее итальянской и какой угодно. Повторяю, что мне очень нравится конская колбаса, но это, конечно, не блюдо, но, да, это фундамент ценностей. Это основа, да. Я как мог. Очень хорошо. Даже помпарился. Нет, не помпарился. Вот сюда складываем. Так. Ага. И потом вот Интеллигентно? Или... Нет, как угодно, Как потому угодно. что это мы будем Не заворачивать. интеллигентно. Хорошо. Так. И вот это. И то, и другое. Да. Тоже Такими же маленькими, тоненькими Хорошо. кусочками. Хорошо. А вот по всему миру очень много ресторанов всякой другой кухни и нет татарской. Как вы думаете, Мало, почему? да. Мне, кстати, непонятно это. Вообще мы, в принципе, в России не очень хорошо знаем собственную страну. И меня, признаться, удивляет, что у нас действительно много всяких итальянских ресторанов, мексиканских, каких угодно. Но вот так вот навскидку, чтобы был татарский ресторан, тувинский, между прочим, помимо шуток, очень не мешало бы. Но, по сути дела, что? Экспедиция, да, вот такая северная кухня. Хотя я бы, честно, целую сеть видел. Да все, национальной кухни-то не присутствует. Но, к счастью, я не знаю, будет это воспринято как реклама или нет, но, к счастью, в Москве появились бахетле. И мы ходим. Мы ходим. Их уже, по-моему, 3 или 4, так что... Ну да, экспансия определенная. Да. Но все-таки почему? Почему нет? Что, С почему чем нет? связано то, что вот есть, скажем, бренд японская кухня, китайская кухня, и нету бренда татарской кухни? Как это называлось? Ленинская Экономически. статья к вопросу о национальной гордости великороссов? Великороссов, совершенно верно. Ну, в общем, да, мы в этом смысле себя принижаем, я считаю. Это несправедливо. Да? Да. Вот. Но из таких вот этнических кухонь, я позволю себе такой термин, да, татарская, мне кажется, что обладает всеми ингредиентами потенциального успеха. Вот. Она, в общем, хотя, конечно, жирного в ней хватает, но вот тот же самый халяльный подход мне, например, наиболее симпатичен. Вот. А еще, ко всему прочему, потому что в Туве я пережил тотальный антихаляль. А, вот так вот. А в Туве считается, что вот ни одной капли не должно лишней стечь с барана. Так. Нелегко. То есть не стечь куда-то в сторону? Куда-то в имеется сторону, в да. виду? Не всю кровь оставляют. Так, куда я это? Сюда же, да. Вот эти листики нори мы блестящей стороной кладем вниз. Понятно, да? Вы достаточно много и часто разговаривали с очень высокопоставленными людьми, в частности, с президентами, наверное, со всеми. Ну, не со всеми, конечно. Со всеми. Как на ваш взгляд, кто самый интересный собеседник и показался вам человеком, ну, наиболее образованным, наиболее соответствующим своей должности? В разных странах разная культура речи. С точки зрения телевизионщика, мне, конечно, нравятся люди полаконичнее, потому что их монтировать проще. Ну да. Значит, в этом смысле очень хороший навык у англосаксов, потому что у них есть культура парламентских дебатов, вот таких вот соревновательных.
где люди натренированы на то, чтобы вот за минуту сказать то, на что у нас, великороссов, уходит минут 25 с цитированием Льва Николаевича Толстого, Достоевского и так далее. Значит, поэтому с точки зрения прикладной, больше всего мне понравилась запись в свое время с Тони Блэйром, к которому я вошел вместе с его тогдашним пресс-секретарем Элистером Кэмпбеллом, такая легендарная личность в британской политике последних 15 лет. Вот, я вошел, мне Элистер Кэмпбелл говорит: у вас 3 минуты. Мы писали большое интервью с Тони Блэйром в канун его приезда на встречу с Путиным. Я говорю, я хорошо знаю нравы, потому что я в Лондоне много работаю. Я говорю, 4,5. Он говорит, 3,40. 3,42 мы записали, но это 7 вопросов, 7 ответов. Все-таки. Я говорю, другая культура совершенно. Вот это да. Кстати сказать, верьте или не верьте, но похожая схема была с Бушем в Штатах. Старшим? Младшим. Тебе дают 5 минут. За Бушем встает человек, который держит вот так руку и часы. На 5-й минуте он делает так, президент договаривает свой последний вопрос, ты говоришь спасибо, сэр, и на этом интервью закончилось. 5 минут 45 секунд длилось мне интервью с Бушем, 8 вопросов, 8 ответов. Вот это да. Наших писать много более интереснее и опаснее. Опаснее. Но со своими всегда нужно держать ухо востро. Но да, российский формат беседы, он всегда длиннее. Хотя, между прочим, должен вам сказать, что в начале этого сезона у нас было большое интервью с Дмитрием Анатольевичем, большое, посвященное Госсовету и его судьбе. И оно длилось 12 минут. То есть в этом смысле вот культура политических формулировок в России стала меняться. Раньше у нас действительно дольше уходила. К западным. Я бы не говорил, к западу, не к западу. И она стала более рациональной. Все-таки. Она стала более рациональной. Вот вообще ведь на самом деле несчастные зрители, например, этой программы, нет, они счастливы, потому что они перебивочки, да, здесь вот что-то режут и так далее. И научно доказано, что человек может слушать только 42 секунды говорящую голову. 42 секунды. А дальше, внимание, чик, и уходит. Вот, так что, отвечая на ваш вопрос, удобнее всего с англосаксами, интереснее всего со своими. Понятно. А из своих кто самый интересный? А нам Дмитрий Анатольевич. А нам везет и с Путиным, и с Медведевым. Они оба очень интересные собеседники. В случае с Путиным я горжусь тем, что это мало кто осознавал, потому что у Путина много все последние годы было. Конечно. Но был Путин с заявлениями, с прямой линией, с пресс-конференциями. Но с 2000 года по 2008 Путин не дал ни одного интервью российским журналистам. Интервью. За исключением? Чтобы вот вопрос-ответ, вопрос, не подход к прессе, да, не прямая линия, а вот, не исключением, вот сейчас он опять стал давать интервью, но в 2008 году, после 8 лет вот этой паузы, повторяю, которую мало кто осознал и уловил, ваш покорный слуга вот в Уссурийской тайге, когда он на тиграх ходил, и там мы сели с ним на бревнышко и побеседовали. Записали, да. У него такой лаптоп знаменитый, так сказать, который периодически где-то рядом с ним присутствует, он на него смотрит, и ему там что-то, видимо, показывают, или ответы. Какой лаптоп? Ядерный чемоданчик? Нет, значит, ну, скажем, ноутбук там, я не знаю, какой марки. марки. У Путина потрясающая память, больше того, он считает это нечто, чем-то разумеющимся, да, но я помню, что когда мы с Катей Андреевой делали первую прямую линию. Да, у него сбоку стоял такой вот... Стоял, но он был выключен. Да? Он все говорил на память, и он очень много чего помнит, цифры вплоть до сотен %, потому что я помню, там он начал рассуждать на одну социальную тему, а я как раз перед этим очень внимательно читал те же самые цифры. И я смотрю, он не ошибался ни разу. И потом я ему говорю, Владимир Ильич, как вы впечатлены? Он говорит, а что? А разве по-другому бывает? Он очень рациональный такой человек. Резать дальше мне или достаточно того? Значит, нам на 2 достаточно. Наверное.